тілін өтсем бардыңыздар эле түшүнүсүздөр деп ойлойм. В тестовом режиме некоторые позиции, которые были отражены в этом законах о миграции, вернее, в законе о въезде, выезде и режиме пребывания на территории Российской Федерации внесены такие очень существенные изменения. Одно из них с Нового года, то есть мы, если по старому закону могли заехать, 90 дней здесь побыть, выехать, 90 дней пожить у себя на родине и опять заехать на 3 месяца, сейчас это не получится. Жана биздикилер муну абдан көп колдонот. Мен границага кирип чыгып тазаланып алдым. Жок, ал тазаланганга жатпайт. То есть в базе ваша история всех ваших нарушений, это называется режим 90-180. То есть бир жылда 360 күн болсо, анын жарымы 180 болот го. Ошода айтат, 180 күндүн ичинде сен 90 күн биякта жүрүшүң мүмкүн. Если ты не работаешь и не имеешь трудового договора, не оплачиваешь налоги, ты как гость или по каким-то своим делам можешь заехать на 90 дней. 180, которые есть на полгода. Сейчас внесено изменение, и оно уже с Нового года вступит в силу. Вы можете за 1 год въехать только 1 раз на 90 дней. То есть вы можете его разбить на несколько частей. То есть вы заехали, например, месяц иштериңерди бүтүрдүңөр, бир иштериңер бар, чыгып кетип, кайра бир 5-6 күндөн кийин дагы кирсеңер болот, 20 күнгө, 1 айга чыгып кетип, дагы кирсеңер болот, 20. Бирок кирип бул жерге жүргөнүңөрдүн суммасы 90дон ашпаш керек. Мурун 180 күн жүрсөңөр болот эле да. То есть полгода вы могли находиться здесь. Сейчас это только 3 месяца. То есть это бул мыйзам на 91-180 деген мыйзам буга чейинкиси көп эле жыл болуп калган. 6-7 жыл. Бирок Россия тарап муну колдонбой жүргөн. Азыркы акыркы мезгилде сен кирип эле чыгып алыпсың деген выдворенияларды, штрафтарды салып атышат. Закон был дремлющий, деп коет, не применяли его, он был, на него так сквозь пальцы смотрели, не каждый сотрудник полиции об этом знал, его не применяли. Сейчас это активно применяется, в новом году будет это очень отслеживаться. Еще одно из одних новинок, жаңы кирген нерселердин бири, режим контролируемого пребывания. То есть вы заехали, это очень плохой режим для вас с нами, я тоже мигрант, значит, если вы заехали, не зарегистрировались, не прошли медосвидетельствование или 2 раза допустили какое-то административное правонарушение, вы автоматически попадаете в контролируемый список пребывания. То есть за вами будут следить. Вы не сможете совершать банковские операции, вы не сможете здесь вступать в брак, вы не сможете у нотариуса какие-то действия совершать, потому что ваше здесь пребывание, оно в общем нелегальное. И если вы имеете какие-то возможности легализоваться, то есть все эти документы привести в порядок, вы можете быть исключены из этого списка. Ну, кто-то по ошибке попал, там, у кого-то трудового договора не было, он составил, да, но явные нарушители, которые вообще не регистрируют или покупают фальшивые регистрации и тому подобное, они будут находиться в этом контролируемом списке. Далее, вы попадаете в список, будет отдельный список, высылки. Если на территории Российской Федерации находится нелегальный человек, мы будем так называть, то есть человек, у которого нет соответствующих документов, чтобы здесь пребывать, и он живет на квартире с нормальными людьми, да, ну вот 4 человека сняли, из них 3 по закону живут, 1 незаконно. То есть сейчас, с Нового года, у МВД есть полномочия без постановления, без решения суда, грубо говоря, вламываться в эту квартиру. Имеет право. Далее, МВД имеет право без санкций прокурора, без решения суда использовать все технические средства, чтобы отслеживать нелегала. То есть это и прослушка, и GPS-навигаторы, все, что есть. Почему? Вот вы должны зарегистрировать телефоны, Тигиль Булдаватбай, вот там дактилоскопизы. То есть это все ведет к тому, что вас будут четко отслеживать. То есть специально, как нам сказали в МВД, кстати, хочу сразу довести до вас, что 20 какого-то числа, я еще уточню, и с нашей организацией еще надо 2 людей взять с собой, будет встреча с представителем МВД, которые
будут с этим законом работать, которые приняли это все, и они хотят провести с лидерами диаспор, с юристами, провести личную встречу. Через несколько дней эта встреча будет. Если у вас какие-то вопросы, можно сейчас озвучить, я им задам. И от нашей организации, я сегодня договорилась, еще 2 человек возьмем, из молодежи кого-то, там из действующих юристов еще, чтобы больше было. Значит, имеют право, вернемся к нашему вопросу, прослушивать, следить и так далее. Теперь, еще одна ситуация. Сейчас инициируется, уже принято, будет реестр работодателей. Вот это будет совсем тяжело. То есть, например, возьмем себя, я заехала к Нуралы есть ИП, он в этом реестре работодателей, я еду к нему. То есть он должен одобрить мой заезд, я еду к нему в качестве повара. И я работаю только у него. Мне не нравится у него работать, и я не имею права сменить работу и просто уйти. Вот согласно этому реестру, согласно этому, так сказать, его заявке, я должна буду работать здесь. То есть, биздикилер бар го, кирип алып, берде 5 күн, о жерде 5 күн, жакпай калып, катуу сүйлөп койсоң, же бир замечание кылып койсоң, ишиңди таштап, көчүп, тозуп жүрөт го, ошол дагы тыйыла турган болуп атат азыр. То есть реестр работников, вот вы официальный работник, и есть реестр работодателей. Сейчас Россия и Кыргызстан активно прорабатывают тот вопрос, чтобы на территории Киргизии открыли подобие МФЦ, и уже там все прошли вы и приехали уже к этому работодателю с конкретным пакетом документов. То есть вот на таком уровне уже принято, уже